Неужели таджики все-таки смогут добиться справедливости? Подписывайтесь на обновление, будете в курсе всего самого важного. Расследование уголовного дела по факту гибели жителя города Куляб Абдукахора Розикова завершено, сообщили в Кулябской зональной прокуратуре. Источник в зональном надзорном органе сообщил 3 апреля, что на днях следователи получили заключение судебно-медицинской экспертизы. После этого дело было направлено в суд, добавил источник. В Кулябском зональном суде подтвердили, что дело о гибели Розикова поступило к ним. Дата начала судебного процесса по этому уголовному делу пока не определена, сообщили в суде. Абдукахор Розиков был задержан в ночь на 3 января в Кулябе по обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков и после задержания скончался при невыясненных обстоятельствах. Родственники утверждают, что Абдукахор Розиков скончался в результате пыток в местной милиции. 3 января они собирались у здания местного морга и отказались забрать тело, требуя найти и наказать виновных сотрудников милиции. Тело Абдукахора Розикова родственники забрали из морга и похоронили после того, как комиссия в присутствии мэра Куляба сообщила о задержании 3 сотрудников местного ОМВД. 30 января жители Куляба снова пришли к зданию мэрии с требованием справедливого расследования гибели Абдукахора Розикова. МВД Таджикистана тем временем заявила, что Розиков умер от передозировки амфетамина. Какое дали заключение судмедэксперты, пока неизвестно. 12 января Кулябская зональная прокуратура сообщила, что по делу о гибели Абдукахора Розикова обвинения в превышении должностных полномочий предъявлены 3 сотрудникам милиции. Один из них находится под арестом, 2 других под подпиской о невыезде до окончания следствия. Абдукахору Розикову было 37 лет, сиротами остались 2 его детей. Как вы думаете, какая ситуация произошла на самом деле? Ведь в Таджикистане достаточно часто любят говорить, что если человек наркоман, то он умер от передозировки. И это будет окончательный их ответ. Никто не будет даже разбираться, что произошло на самом деле. Но люди вышли на митинги, и есть вариант того, что действительно будут расследовать дело. И если докажут, что действительно это случилось по вине милиции, могут наказать работников этой структуры. Ведь в Таджикистане достаточно часто применяются пытки к подозреваемым, и эта ситуация действительно распространена, и ее очень долго не может никто решить. Не могут найти управу на сотрудников милиции, а правительство будто это все игнорирует. Хотя такая же проблема есть и в армии Таджикистана. Почему все это происходит? Почему правительству просто плевать на происходящее? Почему таджики не могут защищать свои права так, как это написано в Конституции? Как вы думаете, когда-то решится эта проблема? Мы забудем о подобных ситуациях? Или это закоренелая проблема нашей страны, и, можно сказать, проблема правоохранительных органов, которая будет всегда? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!